В Таджикистане подсчитывают ущерб от вчерашнего землетрясения, случившегося на востоке республики в Мургабском и Рушанском районах. Уже точно известно, есть разрушения в частном секторе в высокогорных районах и жертвы среди населения. Толчки в 7 баллов, что произошли вчера, классифицируются как сильное землетрясение. И если бы эпицентр располагался в более населенных местах, например, в Душанбе, жертв было бы неисчислимо больше. Накануне в 12:50 по местному времени произошел подземный удар стихии, сила которого превысила 7 баллов. За основным толчком последовало 10 авторшоков, часть из которых тоже была весьма значительной интенсивности и в свою очередь принесли дополнительные разрушения. По данным правительства Таджикистана, погибло как минимум 2 человека. Они находились в машинах на горных дорогах, которые накрыло сошедшими со скал камнепадами. На автодороге Душанбе-Харок под камнепадом погиб водитель грузовика «Дулан», житель города Нурек Джонни Ганиев. На трассе Рушан-Бартан в Горном Бадахшане под валунами оказалась милицейская машина. Погиб 1 сотрудник правопорядков. Еще 3 силовиков, которые находились в машине, получили травмы различной степени тяжести. По информации МЧС, ранения получило 13 человек. Все они госпитализированы в районные и областные больницы. Также на Памире разрушено свыше 500 домов. Наиболее пострадавшим от землетрясения является Бартангское ущелье Рушанского района. Картина катастрофических последствий толчков постоянно обновляется. К сожалению, количество пострадавших и разрушений только растет. Оперативная информация к этому часу от пресс-секретаря МЧС Таджикистана Арифа Назимова. По предварительным данным, которые мы располагаем, в результате землетрясения на территории Горно-Бадахшанской автономной области зафиксировано многочисленные разрушения. Больше всего разрушений наблюдается в Мургабском и Рушанском районах. В общей сложности по Горно-Бадахшанской автономной области разрушены около 500 зданий, 10 человек пострадали. В настоящий момент сотрудниками МЧС Таджикистана насчитывается ущерб от катастрофы. Из-за продолжения толчков население самостоятельно эвакуировалось в безопасное место. По поручению президента Рахмона образована правительственная комиссия по устранению последствий стихии в Горно-Бадахшанской автономной области. Комиссию возглавил вице-премьер Азим Ибрахим. В нее вошли также министры здравоохранения и социальной защиты, транспорта, главы МЧС и агентства по материальным запасам. Эмомали Рахмон поставил задачу в срочном порядке обеспечить временным жильем людей, оставшихся без крова, предоставить им зимнюю одежду, обеспечить питанием и всем другим необходимым. Комиссия незамедлительно выехала на место природной катастрофы.